Здравствуйте. Меня зовут Чугаева Елена Николаевна. Я работаю в библиотеке села Грива Кайгородского района Республики Коми. И я участвую в международной акции «Читаем детям о войне». Я прочитаю рассказ Федора Александровича Абрамова «Бревенчатые мавзолеи». Новгородчина. Восточная сторона. Сколько раз за эти дни проходила я через заброшенные, словно вымершие деревни. Сколько видел пустых домов с давно остывшими печами. И, кажется, уже начал привыкать и к запустению, и к задичанию. Но эта деревня меня взволновала. На углах домов я увидел небольшие красные звездочки, вырезанные из жести, в память о погибших на войне. Обычай, ныне довольно распространенный на сельской Руси. От единственной старушонки, которая жила в этой деревне, на лето из города приехала. Я узнал, что поставил звезды на домах местный учитель со школьниками, и мне захотелось познакомиться с ним. Но учитель жил в соседней деревне, до которой, по словам старухи, было 4 километра. А на дворе уже надвигался вечер, и я решил отложить встречу с учителем до завтра. При непривычном свете давно забытой керосиновой лампешки мы с хозяйкой попили чаю, поговорили о том о сём, а потом перед сном я вышел глотнуть свежего воздуха. И вечер был дивный. На голубом небе дружно высыпали звезды, да такие яркие, спелые. И была луна слева, так что вся улица была закрещена чернильными тенями. Путаясь в паутине этих теней, я прошел через всю деревню, вышел к старой, обвалившейся изгороди и опять потянулся глазами к небу. Звезды стали еще ярче. И я смотрел на их алмазное мерцание, и вдруг вспомнил притчу из далекого детства о том, что после смерти людей души их поселяются на звездах, каждая душа на особой звезде. Но, Боже, как холодно, как одиноко и тоскливо на этих звездах, подумал я. И почему бы душам погибших на войне из этой деревни не поселиться в собственных домах, за которые они отдали жизнь? И едва я подумал так, как тотчас же мертвые дома, чернеющие под ярким алмазным небом, представились мне сказочными бревенчатыми мавзолеями, в каждом из которых покоится душа погибшего на войне хозяина-солдата. Бревенчатые мавзолеи во всей России. Дорогие ребята, сейчас я вам задам 3 вопроса по рассказу «Бревенчатые мавзолеи». Ответы вы можете написать в комментариях под видеозаписью. Вопрос 1. Что обозначает красная звезда на углах домов? Вопрос 2. Что такое лампешка? Вопрос 3. Почему именно эта деревня взволновала автора? Жду ваших ответов. Спасибо за внимание.